Хайрлы күн, достар! Иногда, находясь с детьми, бывают моменты, что сложно их занять. Поэтому наш сегодняшний урок посвящается играм. Я знаю точно, что после этого урока вы сможете и себя занять, и детей занять в ваше свободное время. Характерной чертой наших казахских национальных игр является присутствие для развития детей сообразительности, быстроты мышления, обогащения воображения и творческого самовыражения ребенка. И то, что проявляется во время игровой деятельности, непосредственно отражает природные задатки ребенка и его способностей. Игры дают представление о том, кем может вырасти этот ребенок в будущем. Это своеобразный ориентир, который помогает направлять воспитание ребенка в нужное русло, а также помогает развивать его природные способности и раскрывать нераскрытые таланты. Итак, поехали! Предлагаем вашему вниманию несколько казахских игр. И первый из них – Көкпар. Удивлены? Ее можно играть не только в поле и скакать на лошади, можно и организовать игру на современный лад. Давайте я вам расскажу про Көкпар. Көкпар произошло от слова көк бөрі – серый волк. Көкпар произошло от слова көк бөрі – серый волк, поскольку волк – первый враг кочевников-скотоводов, в старину они охотились на волков. После возвращения с удачной охоты устраивали соревнования гонки, кто первый привезет в аул убитого зверя. Впоследствии это соревнование превратилось в национальную игру Көкпар. Цель игры – развитие у детей ловкости, смелости, внимательности, силы в скачках, джигитовках и других видах верховой езды. Игроки, разделившись на две команды, становятся вдоль линии старта через одного. По сигналу руководителя либо вожака все бегут вперед к Көкпару. Завладевший Көкпаром бежит дальше. Догнавший его забирает Көкпар и продолжает бежать вперед. Каждый догнавший бегущего впереди с Көкпаром продвигается к линии финиша. Победителем будет та команда, игрок которой первым доставит Көкпар. Игра «Түйілген орамал» отличается от других национальных игр своеобразием роли играющих в ней детей. Целью данной игры является развитие быстроты действий, ловкости рук и внимательности. Участники игры становятся в круг. Игру начинает водящий. Находясь в круге, он кидает полотенце любому игроку и сам же бросается в погоню за ним. Получив полотенце, игрок должен быстро передать его другому, но так, чтобы полотенце не поймал руководитель, водящий. Игроки все время перебрасывают полотенце друг другу. Ребенок, упустивший полотенце, становится водящим. Водящий, поймав полотенце, может сам назначить нового водящего. По окончании игры отмечаются лучшие игроки, которые ни разу не упустили полотенце. Подними монету, тюме алу. В игре одновременно могут участвовать 5-6 детей. Правила игры. На площадке делают разметку, отмечая на противоположных сторонах линии старта и финиша. Ведущий раскладывает по площадке много монет, либо камешков. Участники выстраиваются на линии старта. По сигналу ведущего они начинают скачки, высматривая монеты. Джигиты передвигаются от линии старта до линии финиша и собирают монеты. Выиграет в игре тот, кто пройдет дистанцию быстрее всех и соберет больше монет. Казахские национальные игры выступают как частица народной мудрости, как образец национального и игрового фольклора, в котором заложены основы эмоционально-оздоровительных, познавательных и воспитательных комплексов, которые способствуют осуществлению задач умственного развития детей младшего школьного возраста. В качестве образца можно привести игру «Санамақ», которая в изучении чисел создает предпосылку для прочного усвоения первоначальных представлений о числах и закладывает основу для постижения более сложных понятий. Игра активизирует у детей мышление, память и внимание. Читалки аңшылар последовательно называются дикий животный
и ставится в соответствии с числом. Детьми усваивается порядок следования чисел в натуральном ряду. Бір дегенім бөрі, екі дегенім елік, үш дегенім ұшар, төрт дегенім түлкі, бес дегенім бөкен, алты дегенім арқар, жеті дегенім жайран, сегіз дегенім сілеусін, тоғыз дегенім толай, 10 дегенім ор қоян. Как вам? Я уверена, было познавательно. Выучите вместе с нами санамак на казахском языке и играйте в игры с детьми. Несомненно, будет интересно. Пайдаңызға жарасын!